Продолжаем удивлять вас. А что это за это? Ты что мне не сказала? Енді мәдениет тарауына кіріп келатырған жастарға не айта аласыз? Они молодцы сейчас, действительно. Быстро все схватывают. Шүкіршілікті өміріңізде қандай сезінесіз? Уметь говорить, уметь видеть, чувствовать. Қарақалпақ, өзбек тіліндегі қосқылар. Шакан болу керек. К сожалению, мои родители умерли, и бабушка забрала нас в Хаджили. Можно сказать, что я с детства здесь живу. Я не знала здесь никого, ни одного человека. Когда я вышла замуж, действительно жизнь изменилась. Хаминге сәлем, бұл күнде лайк подкасты. Мен басушыңыз Перизат Аяпбергенова хам, көптен күткен, көплеген аял қызлардың сұраулары менен шақырылып атырған, хамде өзі басқа милет уәкілі болса да, біз Қарақалпақ хам өзбек халқының қосықларын сондай ажайып, сұлу хам көркен тәрізде бізге жеткеріп, өзінің гөзалығыменен сахнада айрықша орын иелеген кім? Кім деп ойлайсыз? Әлбетте бүгінгі мейманымыз Марьяна Шагиева. Ассаламу алейкум. Хош келіпсіз. Перизат ханым, очень хорошо выглядите. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня очень рада быть с вами. Спасибо большое за приглашение. Очень рада поделиться своими секретами и своей жизнью с вами, дорогие мои слушатели. Біз білеміз сізді неше жылдардан бері осы Нүкіс қаласында жасап келатырсыз. Хам біз қалер едік, илажы болса, Қарақалпақ тілінде бізге ажайып хам сұлу қыз келіншектеріміз күткендей сәубет берсеңіз. На этом точка. А что это за это? Ты что мне не сказала? Қандай сізге беремен? Ең бірінші біз сізден білгіміз келеді. Негізі қайерде туылғансыз? Спасибо большое. Действительно, это очень интересный вопрос. Не все знают, но на самом деле я родилась в Туркменистане, в городе Ташаузе. Туркменистан. Туркменистан. Біз ойладық, мен ойладым өзім, татар яқы бір орыс, Россияда или Татарстандан ба деп. Действительно, по нации я татарка, но родилась в Туркменистане. Вот, прожила там до 8 лет, потом, к сожалению, мои родители умерли, и бабушка забрала нас в Хаджили. И там вот я пошла в школу, закончила школу. После этого в 16 лет я приехала в город Нукус. Я не знала здесь никого, ни одного человека. Но вот так сложилась жизнь, что я встретила очень много хороших людей. Поступила вначале в высшую школу бизнеса при Ташкентском экономическом государственном университете. Вообще я бухгалтер-аудитор. Бухгалтер-аудитор. Да. Қалай сонда эстрада қайраткерісіз? Да, вот так вот. Но в нашей семье все пели, поэтому я тоже пела песни дома, ну, маленькая. Вот. После этого я поступила в Каракалпакский государственный университет, английская филология. Продолжаем удивлять вас. Вот. Но с 2006 года я выхожу на правительственную сцену, так как в университете у нас очень много концертов было. И потихонечку я от имени университета стала выходить на правительственные концерты. И вот с 2006 года я профессионально выхожу на концерты, пою. Онда сіздің in English level good or bad? Good. Но, если честно, уже давно ничего не помню. Вот. Но вообще, учите английский язык, это очень нужно будет вам в будущем. Әлбетте. Шаңыраңызда ең бірінші мәдениет тарауына сізді итермелеген инсан кім болды? Яқы өзіңіздің ішкі қалеулеріңіз, сезімлеріңіз болды ма? Нет, на самом деле, когда я поступила вот в бизнес-школу... Бизнес-школу? Да, бизнес-школу, первую бизнес-школу, мне надо было, на что-то жить, потому что я же с Хаджили, в Нукусе я никого не знаю, вот, и я устроилась в ресторан. Там я работала официанткой. Да, официанткой. Ровно год я работала официанткой, да. Работала днем, вечером я не могла, потому что, учеба, надо было готовиться. И там вот кто открыл этот ресторатор, его зовут Шурик Александр, Ким Александр, он как-то услышал, как я пою, и сказал: Марьяна, давай ходи на уроки вокала, будешь у нас певицей. И вот так потихонечку я стала петь. Қандай ажайып. Ең бірінші сол кафе ресторанда
қосық айтқансыз, бірақ ең бірінші сахнадағы рөліңіз қашан, қай жерде болған, қайсы сахнада болған? Самое первое, это вот в 2006 году, Мгм. ко Дню Конституции Республики Узбекистан, мы вышли вместе Дамир Туриниязовым, дуэт, и вот тогда первую песню «Ты грустишь» мы спели вместе, дуэт. Вот тогда это было, в 2006 году. Мгм. Қандай ажайып. Қосықшылыққа қызуыңыз кішкентай уағыңыздан негізі сіздің бойыңызда болған. Егер бойыңызда болмаса, басқалар оны көре алмас еді әлбетте. Жаңа айтып отырсыз ғой, ең бірінші мемлекеттік сол конституция байрамында не қылдым деп қосық айтып шықтым. Сол кездегі сезімдер қандай болды? Мәселен, кафе, ресторанда айтқан басқа, ал саяси жерлерде, концертлерде, үлкен сахналарда айтқан басқа. Действительно, это было очень неожиданно. Вообще эту идею нам дал наш уважаемый заслуженный артист Республики Узбекистана и Каракалпакстана Максету Тимуратов. Он нас увидел в ресторане с Дамиром и сказал Дамиру: «Дамир, а почему вы только в ресторане поете? Может быть, вам пора уже на сцену правительственную выходить?» И вот тогда, 8 декабря, это было, честно сказать, тогда я была очень молодая, и я не понимала этого. Вот сейчас, выходя каждый раз на сцену, у меня сердце прям вот так стучит. А тогда я была молодая девочка, я не понимала, что это на самом деле. Вот. Но каждый раз выходя, для меня это приобрело очень большой смысл. И я очень счастлива, что действительно выхожу на правительственную сцену, пою на таких больших праздниках, где столько народа, людей. Для меня это сейчас великое счастье. А тогда я не понимала, тогда я была молодой девочкой. Әлбетте. Сіз өз жолыңызда сол көркем өнер қайраткері боламын деп болды белгіледіңіз, иә? Сол жолменен келатырсыз. Бірақ ойлайсыз ба, өзіңіз қайсы тарауларда мен жақсы, рауажланған болар едім егер мына тарауды таңлағанымда деп? Себебі қазір сіз бір-екі тараудың басын басылап оқыған екенсіз. Вообще сейчас это будет другая сторона. Я вообще с детства хотела быть воспитательницей в садике. Потом прошло время, я хотела быть адвокатом. Но самое, наверное, что бы я хорошо делала, я могла быть хорошим поваром. Я еще люблю готовить. Да, люблю печь, готовить. Не всегда есть время, но стараюсь баловать своих родных и близких. Қандай ажайып, қосықларыңызда көбінесе қандай темаларды айтасыз? Біз сіздің қосықларыңызды ескенімізде әлбетте энергия аламыз. Сонда энергичный, позитивный. Рахмет. Много песен, у меня много песен, вот люди не все песни знают, они разные, конечно, но самое больше мы поем про любовь, Сейчас уже с возрастом мне хочется петь песни больше патриотические, да, про родину. Очень люблю я песни. Вот у меня недавно тоже новая песня вышла, «Халк Заман» называется, вот, патриотичная песня. Поэтому песни любые хорошие, и про любовь, про родину, про друзей. У меня очень большой вообще на самом деле репертуар. У меня и про друзей есть песни, и про родину, и про любовь. Поэтому сказать, что вот что-то люблю больше, не могу, но в последнее время вот все больше патриотические такие, больше с духом песни люблю петь. А так, да, для молодежи, конечно, веселые, энергичные, такие зажигательные песни я исполняю. Сізге қиыншылық тудырмайды ма, мәселен, қарақалпақ, өзбек тіліндегі қосықлар? Әлбетте енді татар, түркмен, орыс тілінде арқайын айтасыз, себебі ол сіздің тіліңіз. Ал біздердің тілде қандай? На самом деле... Қанша уақыт даярданасыз бір қосыққа, мәселен? Вот, на самом деле, раньше мне было немножко сложновато, а сейчас нет. Потому что, когда ты любишь то дело, которым ты занимаешься, тот язык, который ты любишь, становится все легче и легче этим, петь, там, говорить на этом языке. Поэтому песню, где-то одну песню я иногда учу день-два, вот так вот. Но записываюсь очень быстро. Полчаса, час, и могу быстро очень записаться. Вот, поэтому. Эстрадамыз уәкілдерінен қайсы қыз қосықшыларды естесіз, ұнатасыз? Наши эстрады? Ой, это немножко, конечно, сложный вопрос, потому что действительно наша страна очень богатая талантами. Наши девочки очень талантливые, у каждого своя дорога, у каждого свое умение, поэтому сказать, выделить кого-то я не хочу,
дабы их не обидеть. Я считаю, что наши девочки все действительно очень талантливые девочки, артисты, наши большие артисты. Я очень восхищаюсь Тамарой Душумовой, очень восхищаюсь Мырзагуль Сапаевой, Гульхачитшой Аймбетовой, Бибрапа, Базаргуль апа, вот, очень восхищаюсь. Гульнара Мунтеева, мой устаз, Айгуль Надырова, Сарбина Санакулова и все остальные действительно очень талантливые артисты. Поэтому выделить какую-то одну я не хочу, потому что не имею права на это. Девочки очень талантливые. Сейчас очень много и молодежи талантливые, очень хорошие голоса, все поют. Просто у каждого своя, у них дорога, свой репертуар. Поэтому все молодцы. Әлбетте, әрбір мәдениет тарауының уәкілдері қазірде сондай бір тезлікпенен рауажанып, әжайып хитларды шығаруға, инсан қалбінен сондай етіп орын алуға әрекет етпекте, оларға біз мінедаршылығымызды білдіреміз. Әлбетте, біздің құлағымызға, жүрегімізге жетіп баратығын қосқыларды шығарып жатыр. Айтадығын, негізі тіл таңламайтығын, сезімлер, жүректер арқалы баратығын, бұл әлбетте қосық. Мәдениет қызметкерлерінің айтып отырған әрбір бүлбүл кібі хауазыменен айтылып отырған қосықлар жүректерімізден орын алмақта. Ең бірінші, біз қазір қыз келіншектер бізді көп көреді, себебі күнде лайк подкастымыздың мақсаты де сол. Қазір жас келінлерге, аял қызларға кішкене болса да инсайт болсын деп бұл көрсетуді ашқанбыз, һәм біз сіздің жеке өміріңізді білгіміз келеді. Ең бірінші, тұрмыс құру басқышлары қандай болған, келелік образлары қандай болған, қарақалпақ жігітіне тұрмысқа шыққансыз ба, яки өзіңіздің милет уәкіліңізге солар хақында ашық айтып берсеңіз. Да, я замужем. Мой муж русский по нации, Виктор Сергеевич Гусев, баскетболист, тренер. Он тренирует баскетбольную Карпакстана, мастер спорта Узбекистана. В общем, тоже звезда. Да, в нашей семье есть еще одна звезда. Когда я вышла замуж, действительно жизнь изменилась. Почему? Ну, мы же молодые, каждый из нас на себя берет как бы больше, да, думает, вот я хороший, я права, я молодец, он неправильно делает, он не так делает. Почему вот так получается, что не все хорошо? На самом деле я стала задумываться о том, что каждому вот из двоих надо, каждому супругу немножко под другого супруга, как сказать, под другого супруга подстраиваться. То есть чуть-чуть свои желания надо на задний план поставить. Когда у тебя второй человек в приоритете, со временем, глядя на тебя, и он также будет делать. Когда мы начинали жить, у нас действительно были непонимания какие-то, ему не нравилось, чем я занимаюсь, но это нормально тоже, да, потому что постоянно концерты, репетиции, да, он хочет, чтобы я дома сидела, вот. Но со временем, увидев, как меня любит народ, как ко мне относятся мои коллеги, как меня все уважают, оберегают, ценят, он тоже поменялся, и просто он уступает мне, я уступаю ему. Вот так вот и живем. Неше жасыңызда тұрмыс құрдыңыз? Нельзя такие вопросы девушке задавать. Білгіміз келеді. Сондай сұраулар қызық бізге. В 34 года я вышла замуж. 34, да. Қазіргі күнде істеп жатырған жаңа музыкаларыңыз, қосықларыңыз бар ма? Да, конечно. У меня очень много новых песен, есть новые проекты, которые я обязательно выпущу, сделаю. Сейчас вот в вашей студии тоже новая песня делается. Очень много новых песен, новых проектов. Просто не всегда, как бы вот артисты не всегда успевают все совмещать, потому что есть семейная жизнь, есть какая-то там, допустим, свадьбы, банкеты, вот. Но хочу дать совет, что можно успевать все. Можно параллельно и песни новые делать, и в семье быть. Просто надо очень много трудиться. Шакан болу керек. Қазір көп қосушылар
сол тойлар үшін арналған дупс тапс сондай энергичный қосықларды шығарып жатырыпты да, бірақ тыңлайтын қосықларға келгенде негедір азайып бара жатырыпты. Сіздің пікіріңіз қандай? Сіз өзіңіз қазір қандай қосық іздеп жатырсыз? Вот я сейчас делаю, кстати, медленную песню, очень такую хорошую песню. Ведущий Нукус ФМ, Бекзат Аланиязов. Аланиязов, или Аланазаров? Ну, в общем, скажете правильно, Аланиязов. Написал эту песню. Очень хорошая песня, очень хорошие слова. Но вы знаете, вот вы сейчас говорите, да, сейчас вот такие ткс-ткс, да, песни. Почему? Это место быть. Допустим, человек, любой человек, вот даже я, приходишь домой, все равно ты устаешь. И вот медленные песни это хорошо, я ничего не говорю, это замечательно, ты слушаешь, да, но все-таки хочется поднять настроение. И поэтому люди хотят таких легких песен, которые ни о чем не заставляют думать их, да, чтобы просто повеселиться, позажигать. В этом тоже плохого ничего нет. Вы знаете, мода меняется. Вот если сейчас, допустим, пришла такая мода, что сейчас веселые, такие зажигательные, увидите, через там, не знаю, несколько лет это поменяется. В моду войдут вновь песни, которые имеют смысл, допустим, да, медленные, со смыслом. Потом снова они поменяются. Вот мода циклична на вещи, мода циклична на песни. Поэтому и этим песням есть место быть, и таким, которые со смыслом, медленные песни, которые слушать хочется, тоже есть место быть. Поэтому я никого не осуждаю, каждый выбирает свой путь. Осы мәдениет тарауынан жырақласпаған халда 2009-2010 жылларға қайтсақ. Сол кезде DJ Миран менен біргелікте концертлер берген екен. Сол дәуірлер қандай еді? Да, действительно, с диджей Мираном у нас вышла песня «Сен мені тыңла». Сейчас расскажу эту историю, это вообще очень интересная история. Как-то мне звонит Миран и говорит: Марьяна, давай споем дуэт, новый дуэт. Честно сказать, я вообще значения не придала этой песне. Ну ладно, думаю, спою и спою. Я ее спела, и так получилось, что я уехала к брату в гости в Казахстан. Вот. Я там была где-то неделю, 10 дней, возвращаюсь оттуда, прихожу в Нео, и все как будто с ума сошли. Можно сфоткаться, можно сфоткаться, можно сфоткаться. А дедом, что происходит? Оказывается, эта песня стала хитом. Вот, так как-то незамеченно, как-то вот так легко она стала хитом. И эта песня по сей день хит, по сей день вот той, да, постоянно ее спрашивают. Спойте, если Миран есть, спойте эту песню. А концерт, большой концерт мы дали с Дамиром Туриньязовым. Да, это в 2010 году. Вот. Это был большой концерт, там участвовали многие звезды, Максет Утимуратов, Жигитлер, Айгуль Надырова. В общем, очень много артистов участвовали вместе. Концерт назывался «Дослак», по-моему. Вот. И когда этот концерт мы сделали, это, конечно, невероятное чувство. Это, во-первых, очень сложно. Давать концерт — это вообще очень сложно. Я всегда преклоняюсь перед теми людьми, которые дают концерты. Вот если кто-то из артистов дает концерт, я обязательно постараюсь найти время, чтобы пойти, потому что это большой адский труд. Сколько терпения, сколько подготовки, сколько репетиций, музыканты, артисты, режиссеры, все находятся в эти дни вместе с тобой. Танцевальные группы. Действительно, кто дает концерт, это большой труд, это большой талант. Я преклоняюсь перед всеми, кто дает этот концерт. Вот в 2010 году мы дали с Дамиром Туриньязовым этот концерт, и эти ощущения, они непередаваемые. Что испытываешь? Счастье. Концерт был заполнен, места не было. Вот честно, полный зал был. Люди были такие довольные, счастливые. И чтобы это повторить, нужно большую смелость иметь. Если все получится удачно, в следующем году, Куда халисе, я хочу дать сольный концерт. Қандай жақсы. Құда қалесе, біз де барамыз. Обязательно, вам дам пригласительное. Бұйырса. Шүкіршілікті өміріңізде қандай сезінесіз? Мәселен, қазір социал тармақлар рауажланған, глобал рауажлану тезлікпенен уақыт өтіп жатырған уақытта әрбір инсан рауажлануға әрекет етіп жатыр. Қандай да бір нәрсеге ерсіп қалуға әрекет етіп жатырыпты. Бірақ соның арасында жақындарымызға, әрбір атқан таңымызға шүкіршілік етіп жатырған инсанлар аз.
действительно. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, я стала замечать, что в сутках не 24 часа, а как будто меньше. Потому что, вот вы говорите, время очень быстро бежит, мы все куда-то бежим, что-то бежим, и забываем о таких простых вещах, как встать утром, открыть глаза, сказать «доброе утро», уметь говорить, уметь видеть, чувствовать. Открываешь глаза, видишь родных, близких людей. Ты можешь позволить себе в хорошей компании позавтракать. Ты можешь иметь телефон, позвонить к другу, брату, к сестренке, сказать, как твои дела. Ты можешь видеть своих родных, близких. Я считаю, что это большое счастье. Просто в погоне, вот каждодневной погоне, суете, мы об этом забываем. Но на самом деле это и есть самая большая радость, самое большое счастье, что мы можем ходить, говорить. Вот сегодня я до вас дошла. Это для меня большое счастье, потому что у меня тоже целый день что-то. И я думаю, успею я, не успею. И как-то обидеть вас не хочу. И в тот же момент у меня тоже свои планы, свои какие-то дела. И вот я сейчас, находясь здесь, ощущаю это счастье быть с вами, делиться со слушателями, с телезрителями. Спасибо вам большое, что пригласили меня. Счастье быть здоровым человеком, вот и есть счастье. Әлбетте. Деніміз сау, көзіміз көріп, сол аяғымыз жүріп, жүрегіміз дүк-дүк ұрып тұрғанына әлбетте шүкіршілік етуіміз керек. Қалған жетіскендіктер, қалған материалдық нәрселердің әрдайым орны толады. Әлбетте сіз әрекет етсеңіз ғана. Және бір нәрсені сұрап өткім келеді. Жоғарыда жеке өміріңізге тоқталған кезде мынандай нәрселер келді да ойыма. Сіздер енді шет елден көшіп келдіңіз, шаңырағыңыз біздердің еліміздің, миллетіміздің сол милли қадіриетларына, үрп әдетлеріне қаншелі дәрежеде сіңіскен, үйренген? Ну, я уже с 8 лет живу здесь, с 8 лет. Можно сказать, что я с детства здесь живу. Поэтому я росла во дворе с ребятами, учила язык, видела все обычаи, традиции. Но очень многому меня научила моя подруга Айгуль Надырова. Вот. Это было негласно, она не говорила, надо вот так делать, надо вот так делать. Но, смотря на нее, я училась очень многому, что вот можно вот так, это надо сделать так, на то и надо вот так, материал надо дать, это там что-то сделать. Да, нет, реально, это действительно так. И окружающие люди, которые меня окружали тоже, мои все друзья, подруги, соседи. Вот у них я училась. Это, знаете, это не было так, что это кто-то вот один человек стал и тебя прям научил вот это все. Ты просто живешь в этом социуме и ты учишься. А как же иначе? Я считаю, что где ты живешь, так ты и должен быть, жить, учить все традиции, знать традиции, уважать эти традиции. Поэтому это мне не составило никакого сложного труда. Қандай жақсы. Мемлекетімізде мәдениет қызметкерлері үшін қандай имканиятлары бар? Һәм солардан қандай түрде пайдалансын? Әлбетте, өзіңіз сондай етіп пайдаланып, жетіскендіктерге жетіскенсіз. Қазір жастарымызға, енді мәдениет тарауына кіріп келе жастарға не айта аласыз? В первую очередь хочу сказать большое спасибо нашему уважаемому президенту за то, что он делает такую большую поддержку для нашей молодежи, для нашего народа. Например, вот могу привести пример. Сейчас в Нукусе есть консерватория. То есть это очень удобно. Человек закончил музыкальную школу, закончил музыкальный институт и после этого поступает в консерваторию. Это очень большое событие для нашей республики. Это большая поддержка для молодежи. То есть протяни руку, и вот тебе все на ладони. Я хотела бы единственное, что сказать нашей молодежи, они молодцы сейчас действительно. Они очень быстро все схватывают, быстро все успевают, все делают. Я считаю, так, мое личное мнение, что такое талант вообще, что такое вот там быть на эстраде, быть там хорошим певцом, артистом. На самом деле это только 1% таланта, 99% это труда. То есть молодежь должна трудиться,
понимать, что им сейчас все очень так легко, просто, все для них делают, чтобы только они развивались. Поэтому я советую молодежи работать над собой, больше трудиться, мотивации, много читать книг, учиться у других. Вот, надо смотреть на других людей. Вот когда я, допустим, когда вижу человека, который лучше меня что-то делает, я восхищаюсь. Я не завидую, не говорю, ой, он плохой там или еще что-то. Нет, нет, я вот такая замечательная. Я смотрю на него и думаю, надо же, вот он такое достиг, как он достиг? Значит, он что-то делает. Я смотрю на него, ага, он встает рано, ага, он идет на репетицию, он идет заниматься, он занимается там уроком вокала в моем случае, там еще что-то делает, он ездит куда-то, он берет уроки у кого-то. И я вот советую нашей молодежи просто всегда учиться у своих учителей тому, что они делают лучше нас. Әлбетте, тап қазіргі заман бұл глобал рауажланып тезлікпенен өтіп бара жатқан уақытта әрбір жас, әрбір инсан тезлікпенен сол заманменен хамнафас болып дейді ғой өзбек тілінде айтқанда тең рауажлану керек. Қазіргі енді сіз тойларға қызмет көрсетесіз, өзіңіздің ажайып дөртпелеріңізбенен барасыз. Аял қызлардың, жас тұрмысқа шығып жатырған қыз келіншектердің сарпасы, той дәстүрлеріне қалай қарайсыз? Ну, это, конечно, это же традиции, вековые традиции, уже заложенные в наш менталитет. Действительно, это очень красиво. Я вот вижу на свадьбах сарпо, это вообще отдельная история, как это все с любовью мамы годами собирают приданое для своих дочерей. Самое лучшее они покупают. Вот эта вся суета праздничная, они бегают, все это покупают. Ручная работа, сейчас стала в моде ручная работа, кстати. И вот эти вот традиции, обычаи, я считаю, что они должны быть, они должны всегда быть. Когда иногда на свадьбах бывает, вот кто-то говорит там, вы знаете такую традицию лента? Ленту режут же, и вот некоторые говорят, может, не надо, говорят, да, ну типа, зачем не надо? Я всегда говорю, это же так красиво, давайте сделаем ленту, давайте сделаем такую традицию. Я очень люблю наш народ и традиции просто обожаю, потому что из традиций, из обычаев складывается наше будущее. Сондай сұлу һәм ажайып айланған сарпаларды айтып отырсыз ғой, бірақ сол сарпалар маба болып бара тұрған жоқ па? Мәселен, кімніңдір құрбы жетеді, кімдердің құрбы жетпейді? Да, это очень хороший вопрос, действительно. И что будем делать тогда мы? Мы же не можем сказать, давайте установим там 6-7 курпачишек там, или там, чтобы кисайки были такие там, они такие. Но это, знаете, каждый... Конечно, я понимаю, что да, у кого-то нет возможности, может быть, и они смотрят и думают, почему у меня нету. Просто я еще раз хочу сказать, научитесь радоваться тому, что у вас есть. Вот, допустим, честно, я могу иногда купить очень дешевый пиджак, там, допустим, или какие-то дешевые туфли, и я хожу счастлива, потому что я и в дешевых вещах Марьяна Шагиева. Вот надо быть просто самодостаточным человеком, ну, мне так кажется. И не важно, что у тебя, у кого-то, конечно, будет лучше. Это жизнь, такая жизнь. За всеми не угонишься. У кого-то что-то лучше, у кого-то что-то хуже. Просто надо быть самодостаточным, и все. Радоваться тому, что есть. Өзіңіздің сол сүйкілі ықласпентлеріңізге сізді қазір ықласланып көріп отырған ықласпентлеріңіз үшін қандай мотивациялық сөздеріңіз бар? Во-первых, я хочу поблагодарить своих поклонников творчества за то, что вы есть, потому что без вас не было бы меня. Спасибо вам, что вы меня поддерживаете, пишите комментарии. Мне очень приятно, я иногда Инстаграм открою, и они мне пишут: вау, вы сегодня такая красивая, вау, какая у вас песня, какой у вас клип, у вас всегда необычные клипы. Я очень благодарна своим поклонникам творчества. Что могу сказать? Какие слова мотивации могу сказать? Они меня мотивируют на самом деле. Что я могу им сказать? Любите меня, смотрите меня, обожайте меня. Я вас тоже очень люблю. Ажайып энергияңыз һәм харизмаңызды мен де алып қалайын қазір. Съемкадан кейін де. Спасибо. Әлбетте, бүгін сіздермен мейманда Марьяна Шагиева болды. Спасибо большое и очаровательная Перизат ханым.
Бұл күнде лайк подкасты бізге Instagram тармағымызға һәм YouTube каналымызға ағза болың һәм күнде лайк басың.